Прошло уже 3 месяца с тех пор, как беженцы из Палестины обрели свой новый дом в Ингушетии. Последняя группа из 14 человек прибыла пару дней назад. Теперь они в полной безопасности, а самое главное – рядом с родными. Аль-Хаттаб Самих вместе со своими сыновьями приехал совсем недавно. Здесь он воссоединился с женой и дочерьми, которые в Ингушетии уже месяц. По словам мужчины, был страх отпускать девочек одних без знания русского языка. Но позже он узнал, что в Ингушетии им оказали самый теплый прием. Вот я, правда, в Ингушетии первый раз. Я учился в Питере. Вот. В Ингушетии первый раз. Здесь привыкание очень быстро для меня, потому что народ, правда, он хороший, добрый народ со стороны, с другой стороны, слушает адан. Люди молятся, мусульмане все. Еда не отличается во многом, поэтому привыкание здесь быстро. Кто-то обрел покой в кругу самых близких, а кто-то все еще в ожидании долгожданного воссоединения с родными. 13-летняя Дана Аль-Гандур очень скучает по своей маме, которая не смогла эвакуироваться вместе с семьей. Ее не выпустили из сектора Газа. Ага. Она говорит, как огонь, у меня как-то скучает по них, вот, и ждет, вот, пока они приедут. Но сейчас приехал отец и надеется, что ее матери тоже приезжает вот сюда. Сейчас есть связь, да, вот с ними связывается, у него телефон был сломан раньше, но починили, вот сейчас есть связь с матерью, и надеется, что она приедет сюда, и семья вот вместе. Справиться с разлукой Дане Аль-Гандур помогают отец с братом. Здесь они решили начать жить с чистого листа, отучиться в школе, а далее получить высшее образование и устроиться на работу. Девочка мечтает стать врачом, как ее отец. Сейчас главное – выучить русский язык, а для этого беженцев из Палестины ежедневно по несколько часов обучают ингушскому и русскому языкам. Дана Аль-Гандур уже успела выучить основные словосочетания. Как тебя зовут? Меня зовут Дана. Сколько тебе лет? 13. 13. Как дела? Хорошо. В начале декабря прошлого года Ингушетия стала одним из субъектов России, принявших беженцев из Палестины. Помощь в адаптации прибывших оказывают как государственные органы, так и благотворительные фонды, общественные объединения и неравнодушные жители. От настоящего ингушского гостеприимства палестинцы просто в восторге. Я за эти 3 дня, которые я здесь вышел в город, встретил людей, они нас очень любят, очень уважают. Даже я замечаю, на каждой вторая машина в этой республике, на нее наш флаг. А это гордость для нас. Значит, этот народ нас любит, нас уважает. А мы должны тоже любить этот народ и благодарить этот народ за эту помощь. Сейчас они в безопасности, но вспоминая те ужасы войны, больно осознавать, что огромное количество людей все так же в поисках убежища. В числе прибывших беженцев 5 врачей. Именно они на протяжении 4 месяцев боролись за жизнь нескольких тысяч мирных жителей, 85% из которых были женщины и дети. Случай, когда привезли тоже семью, и на руках у отца ребенок 2-летний, почти 2-летний. Такой красивый мальчик, спит, прямо спит. Не скажешь, что он мертв. Я так заглянул, посмотрел, там ни одной царапины нету на него. Оказывается, потом, когда мы его смотрели, разрыв был внутри у него, все органы. Из-за того, что эти ракеты, которые пускают в наших домов, представьте, бомба – это 1 тонн на этих детей. Мы видели в своих больницах то, что даже во сне не снится никому, как это все мы перенесли на сердце, как это мы все видели своих детей, стариков, женщин. Очень много случаев, которые остаются в памяти на всю жизнь.
В больницах не хватало не только лекарств, но и бинтов и прочих предметов медицинского назначения. По этой причине медицинским работникам приходилось спасать людей, чем приходилось, делятся палестинские врачи. Однако спустя время работа улучшилась благодаря гуманитарной помощи, которая поступила от России. Я когда получил эту помощь, я настолько рад был отсутствовать все в операционном. И раз привезли из России медицинскую. Но очень мало доходит, очень мало Очень пускают. Египтяне не Даже пускают. процентов вот, Египтяне не считается. пускают. По приказу Когда- Израиля и Америка. Да. Когда я получил эти помощи, и гуманитарную помощь, и соль даже привезли. Заново встали на ногах врачи и начали еще дополнительно работать, потому что уже инструменты, уже все. Напомню, что от России было передано более 100 тонн гуманитарной помощи, в том числе и гумпомощь от Ингушетии. Несмотря на все пережитые ужасы, беженцы из сектора Газа продолжают жить и искренне верят, что в скором времени война на родной земле закончится и все невиновные воссоединятся со своими семьями. Есть связь, но очень сложно как-то вот и связываться с ними. Но мы стараемся, и дай Бог, что этот геноцид прекращается, и все поддержат, узнать, что там происходит. Тяжело всем. От ужаса войны жителей Газы спас глава российского государства. Владимиром Путиным предпринимаются все меры по защите мирного населения Палестины. Поэтому наша держава единственная, не бросившая мирных людей на произвол судьбы. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Магаз 24.